4 дорожно-транспортныя здарэнні за мінулыя выхадныя дні адбыліся на тэрыторыі Брэсцкай вобласці. Уначы ў Столінскім раёне загінуў малады чалавек, які быў за рулём уласнага аўтамабіля. 4 чалавекі атрымалі раненні рознай ступені цяжкасці. На сегодняшний день мы уже имеем дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, которое произошло около 3 часов ночи на автодороге Р-88, это Столинский район. По предварительной информации, молодой человек, 22-летний житель городка Ольшаны, управляя транспортным средством, автомобилем, в частности Mitsubishi, не справился с управлением, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил опрокидывание автомобиля. К сожалению, молодой человек погиб на месте происшествия, его односельчане находятся в тяжелом состоянии в больнице. 9 пажараў зарэгістравалі супрацоўнікі МНС. Чалавечых ахвяр няма. У агні апёкі атрымаў 1 чалавек. Згарэла одна пабудова, 6 пашкоджаны. В городе Барановиче произошел пожар в общежитии на улице Космонавтов. Обнаружившая возгорание вахтер пыталась самостоятельно потушить его при помощи огнетушителя. Получила ожоги 2% поверхности тела и была госпитализирована. В агрогородке Холмск Драгичинского района пожар произошел на территории молочной товарной фермы в ночное время. Загорание под навесом для хранения грубых кормов было обнаружено сторожем при обходе территории. На место происшествия незамедлительно прибыли подразделения МЧС. Спасатели совместно с работниками хозяйства спасли от уничтожения огнем 10 тонн сена. За выходные на территории Брестской области также зарегистрировано 3 пожара в экосистемах, в том числе 1 пожар леса. Напоминаем, что на территории всей Брестской области решениями горрайисполкомов введен запрет на посещение лесов. За нарушение данного документа предусмотрена административная ответственность до 25 базовых величин. Найбольшая колькасць злачынстваў за мінулыя выхадныя зафіксавана па лініі крымінальнага вышуку. 3 усяго, 7 затрыманы збытчык наркотыкаў, які сам вырошчваў іх на сваім падворку. В ходе расследования удалось выйти на сбытчика наркотического вещества. Им оказался 49-летний житель областного центра, у которого в хозпостройке по месту жительства было обнаружено еще около 3 килограммов высушенной марихуаны. Также на территории его частного подворья находилась теплица, в которой выращивались растения конопли. В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела по статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.